Программа «Салям» продолжается. Это прямой эфир, телеканал БСТ. Меня зовут Сева Шармадзаде. И, друзья, немного новостей для вас. 29 июня, уже на следующей неделе, в субботу, состоится большой праздник, да, посвященный Дню молодежи на парковке перед торговым центром «Мега». Об этом мы узнаем сейчас более подробно из первых, так сказать, уст. Это Екатерина Малешина, управляющая торговым центром «Мега» Уфа. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. И Роман Янгуров, председатель комитета по делам молодежи администрации города Уфы. Роман, доброе утро. Доброе утро. Ну что, чем будем завлекать и развлекать, так скажем, баловать молодежь нашего города? Да и не только молодежь, так думаю. И не только молодежь, на самом деле. В этом году фестиваль, он такой универсальный. Он на любой практически возраст, но прежде всего, конечно же, для молодежи. И, наверное, в этом году будет самое масштабное наполнение, которое только было за долгий период, когда этот фестиваль проходил перед Мегой. Ну, стоит напомнить, что срок молодежи у нас ведь увеличен, да, до 35 лет, так что мы еще попадаем. Мы еще, ребята, с вами не предпенсионный возраст, а молодежь самая настоящая. Да, в Меге будет много площадок. Будет традиционный Мега Дэнс Фест, на который можно и прийти посмотреть, и еще подать заявку, принять участие. Будет Скейт-фест, и при этом тоже будут мастер-классы. И, например, если вы ни разу не стояли на борде, можно прийти на скейтборде, можно прийти и попробовать, потестить и сделать это первый раз в своей жизни. Будет самый большой маркет «Давай дружить», и это на самом деле самый большой формат, где соберется максимально большое количество участников. Можно будет купить украшения ручной работы и прочие интересные вещи. Это как хендмейд-ярмарка, да? Хендмейд, абсолютно верно. Хендмейд, но все-таки молодежь как бы. Надо немножко соответствовать, да? Но будут еще интересные активности на тему истории Уфы, про то, что происходит в городе. Да, мы вот сами, наверное, видели недавно, у нас появился инфотракт музея города Уфы, он тоже также будет представлен там, у нас будут различные лекции, у нас будет 2 лектория, где как раз-таки мы узнаем не только об истории Уфы, но и вот о других интересных тематиках. Также будет большая ярмарка вакансий, где, в принципе, любой желающий может найти, попробовать поискать себе новую работу, либо, наоборот, обрести свою первую работу в своей жизни. Либо просто проконсультироваться, что происходит на рынке труда. Это тоже такая интересная будет площадка. То есть, конечно, по трудовым отношениям, то есть можно спокойно пройти консультацию, если какие-то вопросы интересующие, можно там получить спокойно ответ на все интересующие вопросы по поводу любого трудоустройства. И, конечно, будет большой фуд-маркет, на котором мы собрали лучших гастроэнтузиастов города, и специально для Дня молодежи они готовят специальное меню. Да, пока не разглашают, что именно. Так что, если вы хотите попробовать что-то вкусное и уникальное, приходите на площадку. Будет прям на самом деле вкусно и интересно. Ну и, конечно же, вечерняя программа. Ну, всегда привлекает, да. Понятное дело, что в большинстве случаев, с утра до вечера приезжают семейные люди, которые развлекают детей, да, потому что молодежь и молодые семьи, это очень популярно у нас такое, да, дело развитое. Что с детьми вообще можно будет там, вот кроме шоу-дэнс, вы сказали, там, покушать вкусно? С детьми можно и с детьми нужно. Для детей тоже будут различные мастер-классы, потому что в целом концепция, что можно прийти и провести здорово весь день. Можно приехать утром, по сути, в 10, в 12 начинают работать все основные площадки и остаться прямо допоздна, до 22:00. Фестиваль в 10 утра. Фестиваль начинается в 10 утра. Для детей будут мастер-классы. Можно будет разрисовать своим рисунком шопер. Либо сделать что-то интересное для себя, нанести какую-то временную татуировку, аквагрим и прочие разные вещи. Плюс все это происходит на территории перед Мегой, на территории Мегапарка, где изначально очень много активностей для детей. Поэтому весело провести время можно будет абсолютно всей семьей. Ну и к вечеру мы, конечно, ждем больше именно молодежь, да, если мы так назовем. Во сколько вечерняя программа начинается? Вечерняя программа «Сцена» активно начинает работать с 3 часов. Ну и с 6 мы ждем наших уже таких, можно сказать, главных артистов. В 3 у нас будут наши местные различные бенды. Это Juicy Band, Vita Samurai DJ. Это наши местные хорошие артисты, которых уже многие знают, и полюбились они в нашем городе. А вот именно с 6 уже будет у нас такая самая главная хедлайнера нашего города. Будет то, что нельзя пропустить. Массивная артистическая атака. Да, слушайте, я так понимаю, что где-то примерно в 5:30 нужно детей сажать на такси и отправлять домой. Не обязательно. Не обязательно. Очень удобно, что сделано мне, почему еще Мега выбрана у нас площадка для проведения Дня молодежи. И она хорошо поделена на зоны. Соответственно, каждый найдет чем заняться. То есть ребенок спокойно, пожалуйста, парк с чашей, где можно на скейте покататься, различные лектории. С другой стороны, пожалуйста, у тебя там фуд-маркет, Дизайн-маркет, да. То есть и сцена, она полностью... какие-то зоны, я так понимаю, тоже будут. Конечно. Для детей, на самом деле, вот им сказать, что детей отправляют, да нет, оставайте лучше всей семьей, проводите время всей семьей. Пусть дети тоже приобщаются к хорошей, интересной музыке. Да, это абсолютно действительно не только праздник молодежи, это праздник для всей семьи. Я только хотел сказать, что для всех тех, кто останется на вечер, у нас есть для вас сюрпризы, как на весь экран просто весь список хедлайнеров, кто будет на этом фестивале выступать. Вот как раз-таки 6 часов и будет Томас Мраз, Лаут,
Сюзанна, Турбуш и, конечно, вот как раз-таки гость программы вот вечерний будет моя Мишель. Слушай, ну и стоит сделать упор на том, что ребята наши уфимские выходцы, да, ведь, ну, Лаут, насколько, да, я тебя знаю, Томас Мраз, это же все наши ребята. Алмаз Гатауллин, Томас Мраз, он уфимец. Группа Лаут — это Уфа, Аннет — это Уфа, Джуси Бенд тоже наша, да? На самом деле фестивали, которые проводит Мега, славятся тем, что мы поддерживаем наших уфимских исполнителей. И ну, часть из них в определенное время даже взлетали после наших концертов. Это был такой старт их большой карьеры. Поэтому есть как раз-таки такой микс новых, еще пока не суперизвестных имен и таких уже известных, как «Моя Мишель». И этим и отличаются те фестивали, которые мы делаем. Смотрите, фестиваль заканчивается в 10 часов вечера, правильно? И самый ну, актуальный вопрос, сейчас многие, кто, наверное, смотрит, а как уезжать вообще? Как там трансфер, не трансфер? Что будет вообще? Будут ли какие-то, может, не знаю, увеличения каких-то, так скажем, маршрутов? Мы переговариваем, как раз ведутся разговоры у нас с перевозчиками, все маршруты, которые у нас доходят до торгового центра Мега, чтобы к 10 часам вечера, к окончанию фестиваля, было именно накопление общественного транспорта, чтобы каждый все-таки житель города или тот же гость, потому что к нам уже едут, я знаю, с других городов ребята посетить этот фестиваль, чтобы они смогли все-таки добраться до города и уже спокойно по домам. Да, потому что, например, То есть кстати, накопление автобусов будет. правильно заметили, что в этом году фестиваль не только уфимский. К нам приезжают из Челябинска, из Оренбурга, из Казани, из Тюмени. Не просто посмотреть, но и принять участие, например, в Мега Дэнс Фесте, либо в Мега Скейт Фесте, потому что и жюри, и участники интересные собираются со всей России. Все. Ну что, друзья, максимально, сколько могли, мы рассказали. Рассказали про зоны, про площадки, про артистов, как можно будет приехать, как можно будет уехать. Поэтому напоминаем, если вы еще не выстроили планы свои на следующей неделе, то 29 числа не на одной парковке, там же все, даже он будет все, Мегой. прямо перед Мегой, перед торговым центром Мега будет взаимодействовать большой фестиваль, который будет посвящен Дню молодежи. Но молодежь у нас, как говорится, это не только на внешний вид и возрастная, да, скажем, категория, это настолько, насколько ты ощущаешь в душе. Поэтому, друзья, 29 числа в субботу перед торговым центром Мега встречаемся в 10 утра, начинается весь фестиваль. Приводите детей, приводите своих бабушек, дедушек, приводите всю свою семью. Кайфуйте, наслаждайтесь этим днем и разделяйте радость вместе со своими земляками и гостями нашего города, нашей столицы. У нас в гостях были Екатерина Малешина, управляющая торговым центром Мега Уфа, и Роман Янгуров, председатель комитета по делам молодежи администрации города Уфы. Спасибо вам большое. Ну и пусть все пройдет гладко. Пусть все пройдет хорошо, пусть все останутся довольными. И насколько я знаю, сколько фестивалей уже проходило на Мега, и ни разу какого-то хейтерского такого негативного отзыва ты никогда не слышал.